Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главная тема выпуска. День работников телевидения. Рамзан Кадыров поздравил всех телевизионщиков с профессиональным праздником. Как прошло торжественное мероприятие, смотрите в нашем эфире. Дари добро. Вот такие акции, которые мы проводим регулярно, для ребятишек они становятся незабываемым праздником. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова организовал развлекательную программу для детей-участников специальной военной операции. Как провели свой досуг ребята, расскажем в этом выпуске. Возвращение на родину. За всех, кто за нас переживает, кто нам помогает. Дай Бог, дай Аллах им всем здоровья. Чеченская Республика примет 250 беженцев с зоны конфликта. Для них уже подготовили место для проживания. «21 ноября – день, в который отмечают профессиональный праздник работники телевидения. Журналисты региона правдиво и оперативно освещают все значимые события в республике и далеко за ее пределами», отметил Рамзан Кадыров, лично пришедший поздравить телевизионщиков. Как прошло торжественное мероприятие, расскажет мой коллега Турпал Али Тайсомов. Всемирный день телевидения – это праздник тех, кто освещает самого разного рода события и оперативно доводит информацию до зрителей, причем в том числе и в соцсетях. Поздравить виновников торжества прибыл лично Рамзан Кадыров вместе с соратниками и многочисленными официальными лицами. Помощник руководителя субъекта, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Удаев в своем выступлении рассказал о значимости правдивой журналистики в современном мире, когда враги государства пытаются сеять смуту через фейки, и о том, как руководство республики оказывают всестороннюю помощь средствам массовой информации региона во всех начинаниях. Всемирный день телевидения. Президент телеканала Грозный, мобильный репортер Грозный. Мобильный репортер на словах хылца самый ген мет лемнеш квоч трудно доступный меч когда съемок что я Рамзан свой телефон да эксклюзивный видео контент хайо это эфире ло كذب بيان سلا نجع بيان سلا رمضان عشان بريمي لو تلفزيون استاق رمضان عشان مبيلنا ريبورتور ال دل удостоверение дот رمضان ما جت удостоверение سنة ميتشا نيقش نقول نغلشي لا رم خلش قولي تون ميتشا دوستوب إنفورماتيا خل سنة شخص ولش متكلا ال دق تون مثلا دوزال دو ها إيش تلفزيون دا لوش دق هو مبيلنا ريبورتور ووش عوين إسرائيل كده ما قريش كمان ده بالبطون ستيمول موتيفاتيا يوديرس خلون دا لقوا والهو الدنيا أنت أحتون ديش همنا بعدك ديش أحتون هورنا بيشبل أتوهون بيقم بلور بس خويج بيقم بلور بيجات خي بلشتي أحتيشم بلشة أحيجر اتيشم قوتش بيش أعمد حاجني قطع دالاز وطوب بلوالسون هون ديكنا واستغلر هون ديكنا واستغلر بوجه هو خلقان قومان ديكنا واستخل أعتدخ كن ديقة شقوش ديش عن هون ديكنا واستخل خات هون دائما أحي وستوبلينش كأولش مخلر هو دهوش بلشو أعمد حاجني قطع قهوة شوي كده قد سعادة بيسا دوش تعشي ليشنا انتريشهم معدتين قهوة شوي يحي جرجر يحي أولير وأولا إيش بيقم بحوص الدكتور دال مقلع. Почетный президент ГТРК «Войнах» и ЧГТРК «Грозный» глава региона Рамзан Кадыров поздравил всех телевизионщиков с профессиональным праздником и отметил, что работа команды журналистов самая сложная и ответственная. Они ежедневно борются и с инфобросами, выдавая только истину о происходящем в регионе. وسمعت دون ويسن دون بالقلداق شكل دو أخيتون ودالشي جورناليست ودو بيشمل بوالخ دونا او ملدوق أحيقر دونا او ديشتك دونا نيس دعوش سالش داقا دوال خات لوش بلچان دوال دونا دوال جوش سالش دونا يو برتقل بيبر برتقل بالشي خروج دو جنا خوان دائما دونا بايا مر أصحاب شتيرن ديوز ما حدود دونا أسمع سكين بيسكاجس برتقل باقن يوه نقشة يجي دوان
بچالق شاگین بیرش دان ایمون بست قلب بیکن دان سان نه سان واحوش باید وینش مو بدون واحوش سانه انگلیه و واحوش سامشو سان شیطنش خبر دوت het gebeurt Duits boldes dan tegen is dat waar dan computers kaartjes dan zei dan zijn loos jas dus en loos Duits dacht je oh wordt wel boldes dan weet dat je heel jas we hoorden dat daar maar dan we wat dat Duits zo doen dacht je gaat dan we primo efficiënt dan laam lazem بجوباكش zijn dan maar dan zijn dan يدورت الحش دوانا كوتش دوتش أشيب دوان اور داكارتر نهال داكارتر دوانا داكنوانا سنا منيسترنا سنا главана لسونا دوانا سيغودوش على تسلا دا تومي الله تشيخ دوانا исправить داغير دوان سندر سونش المسانا دوان баркал дейрез алала да мусу вошум алар дуэль. Желтая пресса, а также недоброжелатели и хейтеры всеми силами стараются создать негативную обстановку, пытаясь очернить лицо республики. Как пример, вбросы о якобы плохом состоянии Рамзана Кадырова, неоднократно распространявшиеся среди либеральных пабликов. особенно Грозный канал рядом Чингис, дунах вы бен бос волна дунах дона вы иш белбоци шей цахаш буй шей двизорштин буй дагайчи хума хияцах ю вахоже ю хипич бутсадон шей де дон ленен сид нахбат шей иш дол de нахбат так дон исен бос на дона away дон барт галсабакыч дон аш хуйшал аугрич овен хаигдишал ويقوم عبرت لا تدردون that's عيد الجديش اش عيد الجديش خلشي خلق وشملات ديش دون اذا نيس داستون عيد الوشملات دمردو خلق دون الجديش داستون خلق دون لا اشتك دون از دون وي شادش دون تعوج زربلات لكردو وكن لخردو شاوي دون عيد البلد دون خلق دون احيوك دو عيد المدوي سندل دون خلق دون احيوك شلجوي دون اس خلق لوق دديز خلق دون لا مش كوش ببيزن تعدو объективно خلديز دون وي دون ان سبوست وي ان ريسبوبليكو عشي دون دوكو هان يلا دلا دون وي ساما ينوش ساما تسغل جميع اتقدر دون يوهين يونيا دون دايق يونيا ايمت تايش let boarden dan we hebben wel let al hebben je do kubos dan want dat je weet eten goed binnen werk of nee hoort dan wel boven is beetje nee dat dan we dan trein al haal nog je dan is in dan مثلا deze Duits dan Zeeburg dan hadden we is er die dokter daar شو is ja dan شو настоящий патриот что hat дочь сейчас что дал да мы слушаем лордвель dan что телевидение dan 650 так dan Ако мосу белло чин дона, на фонд цар дона, по 100 000 рублей премиш дулуш тас дон. Так дон. Ой дон. Грозный канал дон, ит маши ялен, хивашит телекомпания. По 3 машины ялен, да, на фонд дон. Да, белки вел дон, да, мосу вошел да. Далее настал самый приятный момент – церемония награждения. Указом руководителя субъекта, отличившимся сотрудником ЧГТРК «Грозный», участником в создании фильма об Ильясе Биноевском, прапрадеде руководителя Чеченской Республики, была вручена высшая награда региона – Орден Кадырова. Награждаются Орденом Кадырова Арсалиева Любовь Личаевна, руководитель проекта документального художественного фильма об Ильясе Биноевском под названием «Биноин Ильяс» Хажин Вирас, шеф-редактор художественно-развлекательных программ Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». Мадаева Хайзуран Казбековна, участник проекта документально-художественного фильма об Ильясе Биноевском под названием «Биноин Ильяс» Хажин Вирас. Первый заместитель директора Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». Рамзан Кадыров поблагодарил всех тех, кто приложил усилия к созданию фильма о творческом и религиозном пути Ильяса Биноевского и тем самым поспособствовал возвращению на родину останков его тела, чтобы их могли предать родной земле. It's a year that was we started on
из духарт юрт ülçena o takhilda doğana geç iş doğana geç nahdi aşbarlat doğana. İlaç so tadeda sazim olçen ha doğana büyüsek var vur tadeda denen dolçes sonra doğana so besen öğren doğana keşneş kaydı var doğuşa şey iş yok çuvadır doğana. Yo tadina atıyor to iskiyat ülçena doğana her dağa duhar ve değiş hokkain bu İlyas doğana alat so işte ديسني يصل تطوير صدقنا. إيش خلينا دائما إذاعة دوانا حيس لا شو استاذنا ديش دوانا. يوضون إذاعة دوانا إذاعة برت بنا دوكوسي معشرة عاش دوانا سان خيتيناش دين عاشات دل ساب لا ثلاثة تعدل شريزة بين حياتها يو قديش كانت أمر ديستان. شو خدمتي إذا نسيوق عايش عايش بولني دي عاسي عايش كلشتان. سيبو متكشارين شيء دون رمضان دون هو متع دون هاي تيجي شيء دون باز متكيار بوده سلام أسبوع هون شيء داود دون هو دون تيجي دون هو قاعد دون ويا حاجة بيشي دون هو حاجة هو كيار داخله ودون هون داد دون ورش ودون إلا إيش دون حياة سير متكيو تيجي حجة دينية دون باج دينية دون دكوه وجد دون وبوسريش بو آدم على الشهيد وصل تيجي دون حوش دون تيجي دون درس حلوش وداستون يو إز إلياس لوش درس وداستون بريميرنا دون متكخال دون إز دون نبيك النخ كروش فاجر دون دايو أو دون كميسي كل نيليو وشينو عدوانا تيجي دايانا تيجي دون دوكو بولبين تيجي بول دون ناتين دون انتريوز ابيزاتين يطول دون ومارو جنبولات دون بيتسات كميسي كل نالسار دون إيش دون تعدله يو أمت كيتشين تدل شلت تعدونه كيشنش دون موسى شو قاعدون تقول داعش مساعد كيشنش كل إيه أمت جاتي أمت كراين تيجي دون دكوا ببيش بولدون أركوا لقش مو صحابة نبالبين لك تيجي إلياس هو تقدر كيدون خود صودون نشي دون تيجي كلامين دون إيمن دك دول زسلوك دون هاشين عبا عندوش دون كده بنتقابلين دبيك نبغى تصير هو راد تصير كيش يازن لو كيش نعلنا شين بوصل دينت تعدوك لا أرشي دون تصير مت بلرت حق بلرت سموت سمات وبيت عن ستوش دقة بوصل دين مبوخ تعبوك لا أرشي دون وي ديل أيه دون بوصل دين مبوخ دون دبيك ندون داك دون إز متر خريط دون دون سونت خديدا دون دعوات شغالين عجين واتر دون سلام بيس غيرنا كده سونت خديدا دون 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 إذا دون حبي يعني كشت أول شو تاشي دون بس بوت توت أول رات خديدا توت دون هو دون إلياس داد أول أو داد أل مجي أو هون دون مج داد أل دق مج دون أل دون يو إشتان أصدق تدو شو هال دون إشت ألسن كده تعال ثم خيان أل خشين تعال مش عبيه بخشين أل إشتسمى لسه ده مو عدوانا ويداي تثبت بيش دوانا ويداي سيلر ديش دوانا لقد أحد يعني ديت بوخ باش دوانا كده عدوان ده دوك وده رئيس غنيشون دوانا أصلا ده دوك يعيش دوانا. Медалью столетия образования Чеченской Республики была награждена директор ГТРК «Войнах» Рузана Веселаева. В свой профессиональный праздник мы еще раз понимаем важность нашей профессии, верность выбора. Рамзан Ахматович ежегодно радует нас высокими наградами, материальной помощью, за что ему огромное спасибо. Это, несомненно, невероятный стимул для всех нас. В этот праздник хочется поздравить не только работников телевидения, но и наших дорогих, уважаемых телезрителей и пожелать им, чтобы нас с вами связывали только положительные инфоповоды и радостные события. Здесь же были вручены медали за заслуги перед Чеченской Республикой, а также почетные знаки за трудовое отличие. Бунтышев Зелимхан Исаевич, телеоператор первой категории корреспондентского пункта ВГТРК. Халидов Муса Супьянович, старший режиссер монтажа телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Батыжева Луиза Хаджимуратовна, заместитель директора по информационным программам, Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». В ходе награждения указом Рамзана Кадырова были присвоены звания заслуженных журналистов Чеченской Республики. Асакаевой Асет Геланиевне, участнику проекта документально-художественного фильма об Ильясе Биноевском под названием «Бенуэн Ильяс. Хажин Верас», корреспонденту телевидения. Саитовой Марте Сараиловне,
шеф-редактору группы подготовки информационных программ филиала ГТРК «Войнах». Мустаеву Артуру Адамовичу, собственному корреспонденту корреспондентского пункта ВКТРК в Грозном. Благодарственные письма от имени главы Чеченской Республики также были подарены своим обладателям. Среди них и Рамзан Абуев, корреспондент и ведущий информационных программ ГТРК «Войнах», и Иман Ларсанова, шеф-редактор службы радиовещания ГТРК «Войнах». Абуев Рамзан Мансурович, корреспондент первой категории группы подготовки информационных программ филиала ГТРК «Войнах». Ларсанова Иман Исаевна, шеф-редактор службы радиовещания филиала ГТРК «Войнах». Почетные грамоты от Министерства информации и печати порадовали обладателей. Наши сотрудники также удостоились их. Многие работают далеко не первый год, и их труд ценится на самом высоком уровне. Мусаев Сайтамин Сайдалович, телеоператор первой категории группы телеоператоров филиала ВКТРК ГТРК «Войнах». Кураева Матина Ризвановна, ведущий подготовки информационных программ филиала ВКТРК ГТРК «Войнах». ТРК «Путь» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова с самого начала своего основания доносит зрителям истинную суть ислама. На своих площадках разъясняет религиозные вопросы, и директор Адам Шахидов подчеркивает, что только благодаря главе региона республика имеет возможность сегодня спокойно молиться и передавать мусульманские знания без искажений. شيء إذا ورق شو أفلسالنا بوجدوية وشتي مدى المغلحة ويجمع شاهدون دع علم عموديل دجدون ده هنيق إحا ده لا هو مهكان دين خيل دشتال دقدك أولى شبهان دشدر وش بيزر سا سير نقبر جوتا جمل لحدون دع اشتحدو شغلا دو هوق نيت إعدال مغلح شق دور دشدو ويدال خاسته بهوق نيت وقع حيق شغلرنا وابيش وين ما خائر هوق زماننا خوارج بوش متشنا حلشي أقا إيش عنوش بحكنا بو أعمل حاجة دشنش كعدر الله ده الغازة تقابل دولتنا بايمر حديش كعمداح كريه أهل الدمي تين أهل بو إيش تين عنوش باش بالنح بو إيش دائما نش متش أخيلشي رمزان حشته أقا شين قوندها علم نح ديك نح مصو وشختو هنا ومهكرة يظلم دعاد عقيرة يظلم دعادلش أولا بلخ طريقة أهلون سيلخة دولش ويمحكع قطرج أوغ دين مارش ديلر بيركت سو ديلر ديلر جتشنيخة ليرم سو بيش متاحة تفسير أهلنوس عن قرآن آية معن دري تري بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ديل دين أشغدع ديل جرجتشناخن أشغدع حق الله دال غدير دشون ألا رمزان حش ديل جرجتشناخنا غديقوة ديل ديننا غديقوة بسمنا خنا غديقوة أدمن لنا مسوا ديكشنا خنا غدش حوغشوا تخنا هرتقي تعالى ده دنيا نقرأ تلويدني ده دوهرة رمضان حاجة أقرأ الحق مسوا قاي تلويدنا عبوش بلو بل هو ده قلبيشه ويدعوك الله دال ديكنز بيخبل حونا مسانا. Вице-премьер правительства, министр финансов субъекта Султан Тагаев от имени главы региона озвучил сюрприз для сотрудников региональных средств массовой информации. شو دز دانسا يخشر طيب شيء أزر طيب أوشرع يشعل بجتها تلفزيوني بيلغش чигатарка Грозный путь так цена 50% к существующим за окладом заработной платы зарплаты этого ليرمي مخ دال ساعد ويلها صوت دال عبارت كي والوزن والجدال دي كان زدقوا هو عادي كنا كمعير دال Между выступлениями звучали музыкальные композиции в исполнении артистов чеченской эстрады. Благодаря непосильному труду сотрудников средств массовой информации весь мир знает об успехах Чеченской Республики. И это далеко не конец. Многое еще предстоит сделать, что, конечно же, не останется за кадром и будет оперативно освещаться. Турпал Алита Исумов, Моусар Хаджиев и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В наш профессиональный праздник хотелось бы показать и рассказать о нашей работе. В телерадиокомпании «Войнах» трудится большая команда профессионалов, благодаря которым жители региона получают качественную и достоверную информацию о нашей республике, а также о других важных событиях. Медина Мударова расскажет, как создаются вести, и о тех, кто остается за кадром в общей работе.
А теперь меня с этой миной Хусейна ждет увлекательная поездка к озеру Кизиной-Ам. Утро на ГТРК «Войнах» всегда начинается одинаково. Съемочная группа выдвигается в место события. Стоит отдать должное водителям, отвезут хоть на край света со всеми удобствами. Холодно, не холодно, ветер, открыть, закрыть окна. А мы, водители, создаем максимально комфортные условия своим пассажирам. За готовым сюжетом стоит титанический труд. Начнем с того, что съемочная группа никогда не может знать, где окажется в течение дня. Освещать уникальные операции, быть в эпицентре наводнений, не говоря уже о срочных выездах в самые высокогорные районы Чеченской Республики. Бегать с камерой и микрофоном приходится с утра и до позднего вечера. Дополнительную красочность и эффект присутствия сюжету придает стендап. Но для того, чтобы его записать, иногда приходится попотеть. Чеченская земля всегда в Ацаргоге. Можно, пожалуйста, из кадра? С тех пор количество клиентов в республике неуклонно растет. Бойцы собираются выдвигаться из ППРП нет палбы. Специальные механизмы. Вот ты меня торопишь? И парк аттракционов. Надеюсь, ты женщина. Тогда отойди от меня. Работать на телевидении и иметь нормированный рабочий график невозможно. Если для кого-то 18:00 конец рабочего дня, то для новостийцев это самый разгар. Возвращаясь с выезда, каждый корреспондент его отрабатывает. Написанный текст проверяет шеф-редактор, а затем отправляется на монтаж. Самое главное – успеть сдать материалы к вечернему эфиру. С Айцелем говорю, что на какой стадии успеваем к эфиру, время идет. Да, Джамбулат, что закадровый, сам доуштом. Еще одни герои, которые всегда остаются за кадром. Именно монтажеры отвечают за конечный итог. Они точно знают смысл выражения, каждая секунда на счету. Мы сначала загружаем материал, выбираем синхроны, пока корреспондент пишет текст, смотрим картинки, налаживаем звук. А вот во всем этом процессе что самое сложное? Слушать корреспондента. Почему? Ну, у него свое, так сказать, видение сюжета, и в частности, это оказывается неправильным. Один раз был такой момент, что корреспондент поздно пришел с выезда, и мы думали, что этот сюжет пойдет в завтрашний эфир. Я стал выставлять его материал, загружать в компьютер. Он спустился в редакцию, потом поднимается, забегает в монтаж, говорит, что этот сюжет должен пойти в эфир сегодня. Из-за слаженной работы мы, к счастью, успели к эфиру. Материал был огромный. Готовый материал отправляется на пульт режиссера, где мы с вами и встречаемся. Пока ведущий готовится произнести подводки к следующему сюжету, за кадром кипит работа. Режиссерский пульт – святая святых. Здесь любой готов к непредвиденной ситуации, а ежедневный монтаж сменяется рутиной. Работа у нас должна быть командой. Каждый должен отвечать за свою работу. Один отвечает режиссер за титры, другой за эфир, сюжеты выдает. Предварительно мы все должны проверить и сюжеты, и титры, чтобы не было ошибок. Один раз был слышен голос ведущего, когда шел сюжет. И это на меня докладную написали после этого. ГТРК «Войнах» – команда оперативных, креативных и полных энтузиазма людей. Для них телевидение не просто профессия, а часть жизни. На протяжении 65 лет телерадиокомпания стоит на информационной передовой и выдает качественный телевизионный контент, который, к слову, не раз выходил на федеральных каналах. Оставшуюся минуту до региональной части используем для того, чтобы включить ГТРК «Войнах». Мадина Кураева уже в студии. Сначала дадим слово ГТРК «Войнах» и Рамзану Абуеву.
Благодаря постоянному вниманию и поддержке со стороны руководителей ВГТРК Олега Добродеева и Рифата Сабитова филиал прогрессирует, достигая все больших высот. На сегодняшний день телерадиокомпания вышла на новый уровень развития. Материалы корреспондентов регулярно выигрывают в различных конкурсах на федеральном уровне. Планета Next, канал вещатель Россия-1, город Грозный. Поздравляем вас! Признана Расулаева Хеда Хвичаевна за конкурсную работу «Грозный как символ дружбы народов. Чеченская республика». ГТРК «Война» под крылом орла. Адам Магомедов. Медресе для незрячих. ГТРК «Война». Адам Магомедов. Благодаря тому фундаменту, который заложил национальный лидер Ахмат Хаджикадыров, журналистика в республике смогла подняться на высокий профессиональный уровень. У сотрудников СМИ есть все условия для реализации творческого потенциала. Мы сегодня можем констатировать, что наши телеканалы, они развиваются, они отвечают всем техническим требованиям, они прекрасно технически оснащены. В этом заслуга главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который всегда уделяет пристальное внимание информационщикам. Он всегда уделяет большое внимание решению наших проблем. Из-за того, что глава республики, грубо говоря, наделяет нас определенным карт-бланшем, авторитетом, мы в регионе можем реализовывать различные резонансные проекты. Такие проекты, которые не имеют аналогов в других регионах Российской Федерации. В частности, от телевизионщиков зависит очень многое. Зависит благополучие нашего народа, зависит стабильность завтрашнего дня. Потому что, опять же, в этот век информационно-гибридных различных манипуляций от нас зависит четкая позиция населения. Мы должны доводить на них объективную информацию, мы должны транслировать информацию, которой доверяют наши телезрители. Еще одна знаковая дата для журналистов. В этот день у каждого газетного, печатного издания и телерадиокомпании были юбилейные даты. К примеру, ГТРК «Войнах» отмечал сразу 65-летие телевидения и 95-летие радио. Празднование посетили почетные гости, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, а также генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Это говорит о том, что работа представителей СМИ ценится на самом высоком уровне. Подобные встречи – это лучшая мотивация для качественного освещения всех событий, как регионального и всероссийского, так и мирового масштаба. Ахмат Хаджи был бы горд теми изданиями, теми телевизионными каналами, теми агентствами, которыми сегодня располагает Чеченская республика, которые составляют ее честь, славу и достоинство. Я особенно горд тем, что именно чеченские журналисты снимают те материалы в зоне специальной военной операции, которые потом, я вижу, расходятся, пусть не всегда и цитируются, но абсолютно по всему миру. Это очень мужественная и очень достойная работа. В Чеченской республике функционируют еще 2 телевидения. Эти каналы, работающие в одной связке, стали не конкурентными СМИ, а поддержкой друг для друга. Это редакция ЧГТРК «Грозный». Он вещает в круглосуточном режиме. Помимо новостей, в эфире Грозного можно увидеть аналитические, художественные и развлекательные передачи как для взрослых, так и для детей. Создаются материалы руками талантливых и креативных сотрудников. Мы показываем нашу культуру, обычаи, традиции, пропагандируем именно какие-то религиозные ценности. И эта работа у нас проходит на систематической основе. Я считаю, что это большой вклад и в какое-то духовно-нравственное воспитание нашего подрастающего поколения. А это студия телеканала «Путь» имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджикадырова. Отсюда вещает единственный во всей стране исламский телеканал. Новости, религиозные проповеди – все для духовного обогащения телезрителей. Исламское телевидение ТРК «Путь» Аман Хаджикадыров. Нахи дикник де олш, воник мади олш, дикчунс амрадар, вочунах нахюдар, из غزوة ضقدا أدو إزالة علم ناخ ويلوزون دائما ساعات قاتش دي شيغر ناخي دقاتش دي أندول يلشن عليه الصلاة والسلام أسبسيتخ ويتلويدني لوزون يلش حدوش دوية. Вот так день за днем телевидение расширяет свои возможности, продолжая двигаться вперед. В этом, безусловно, помогают руководители телерадиокомпании. Свой профессиональный праздник мы еще раз понимаем важность нашей профессии, верность выбора
хочется поздравить не только работников телевидения, но и наших дорогих, уважаемых телезрителей и пожелать им, чтобы нас с вами связывали только положительные инфоповоды и радостные события. Профессиональный праздник отмечается 21 ноября. И даже в этот день журналисты проводят на работе, чтобы зрители были в курсе свежих новостей. Медина Мударова, Аслан Ахматов, Мусар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На базе санатория Серноводск-Кавказский появился Центр коррекции веса. Проект реализуется по поручению заместителя руководителя секретариата главы Чеченской Республики, куратора региональной сферы здравоохранения Хотмат Кадыровой, которая курирует весь организационный процесс лично. Хотмат Кадырова посетила центр и оценила готовность его открытия. Валентина Гусевская продолжит. Более 50% населения страны имеют предрасположенность к лишнему весу. В Чеченской Республике отнеслись к этой проблеме серьезно. Уже в декабре на базе санатория Серноводск-Кавказский откроется Центр коррекции веса. Проект реализуется по поручению заместителя руководителя секретариата главы Чеченской Республики, куратора региональной сферы здравоохранения Хотмат Кадыровой, которая посетила центр и оценила готовность его открытия. Скоро откроет свои двери Центр коррекции веса. Проект Хотмат Рамзановны на базе санатория Серноводск-Кавказский. Основу программы составляют консультации эндокринолога, диетолога, терапевта и лабораторно-диагностическое обследование согласно рекомендованным отечественным и международным стандартам оказания помощи. Выражаем огромную благодарность региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгазу Обалдольцун, который оказал финансовую помощь при реализации данного проекта. Открытие еще не состоялось, а лист ожидания уже заполнен. К каждому индивидуальный подход, поэтому принимает центр по 12 пациентов в возрасте от 25 до 55 лет. В программе лечения групповые занятия ЛФК и йога. Можно заняться спортом на только что построенной спортивной площадке, поплавать в бассейне или расслабиться на массаже. Кабинет эстетической медицины оборудован аппаратом крио и эндосферой, который холодом воздействует на жировую клетку. Весь организационный процесс курирует лично Хотмат Кадырова. Заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики уделяет внимание каждой детали, начиная от интерьера и заканчивая подбором персонала и оборудования. Сама программа лечения разрабатывается эндокринологом и базируется на принципах доказательной медицины. Основная особенность – в рационе питания нет жестких запретов и ограничений. Для более точного подбора процедур в центре есть такой аппарат – биоимпеданс. Он сканирует мышечную массу, количество жировой ткани и жидкости в организме. Данные его анализа передаются врачу, который подбирает индивидуальную программу по результатам исследования. В команду специалистов входят эндокринолог, врач-невролог, терапевт, иглорефлексотерапевт, клинический психолог. Они разработали 2 программы на 7 или 21 день пребывания. По окончании лечения пациент получит инструкции врача по правильному питанию, рекомендации психолога по работе над своими пищевыми привычками и стрессом, а также комплекс для физической активности. В Центре коррекции веса каждый может почувствовать себя как дома. Чтобы не разлучать семью на время пребывания, здесь предусмотрена комната матери и ребенка, где каждая деталь интерьера подобрана с заботой и вниманием. Есть в зоне отдыха и комната для самых маленьких. Пока мама на процедурах, за ребенком может присмотреть квалифицированная няня. Палаты, которые больше напоминают номера отеля, делятся на классы стандарт, полулюкс и люкс. Есть все необходимое. От средств гигиены до текстиля из Иваново. Средства на закупку мебели и оборудования были выделены из регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Харон Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Чеченская Республика примет до 250 граждан России, эвакуированных из зоны боевых действий на территории Палестины. Активное участие в этом деле приняли сотрудники управления МЧС по Чеченской Республике. Где будут проживать беженцы в регионе и когда прибудет первая партия спасенных, расскажет Мадина Нуцалчеева. Каждый день мы получаем новые ужасающие новости из сектора Газа. Неравнодушные люди ищут всевозможные способы хоть как-нибудь помочь народу многострадальной Палестины. Накануне региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова направил 3-й по счету борт с 30 тоннами гуманитарного груза жителям сектора Газа. До аэропорта Египта его сопроводила чеченская делегация во главе с муфтием Салахом Хаджи Межиевым. سيكتور غازا رنيتي يرغدعك تشوش اشتباه بيقول اسم الوشتالة ومساعدين ويفتش على رمضان العجيب
ونحن قيمة حاجة لا ملا شنا لا قوم ساعدين غير خيل. На территории сектора Газа проживали и граждане Российской Федерации. По указанию президента страны Владимира Путина активно ведется работа по их эвакуации. Единственным из региональных отделений, участвующих в операции, стало управление МЧС по Чеченской Республике под руководством Алихана Цакаева. Из зоны конфликта на Ближнем Востоке уже вывезли более 550 человек, подавших заявки на эвакуацию. Хотим поблагодарить от всей Палестины президента Чеченской Республики Рамзана Ахмадовича Кадырова за его помощь, которую он нам оказал, руководителю фонда имени первого президента за их помощь, которую они нам помогают, за мусульман, которые все за нас переживают, за всех, кто за нас переживает, кто нам помогает. Дай Бог, дай Аллах им всем здоровья. Также по решению Федерального штаба по работе с беженцами и в ближайшее время в субъект прибудет 250 человек. Разместят их в детском оздоровительном лагере «Горный ключ», который находится в селе Автуры Шилинского района. Сотрудники Главного управления МЧС России по Чеченской Республике вместе с представителями ведомств осмотрели будущее место проживания гостей и обсудили предстоящие задачи по их обустройству. По прибытию, как только будет установлено, сколько детей, все, когда мы их примем, дальше уже в рабочем порядке будут решаться и все остальные организационные вопросы, в том числе касающиеся обучения и так далее. Всего заявки на эвакуацию подали около 900 человек, отметили в Российском Министерстве иностранных дел. Горный ключ рассчитан на 500 человек, включая его в Чеченской Республике 4 детских лагеря. Изначально в них планировалось принять беженцев с Украины, Донецкой и Луганской народных республик. План не поменялся, и в случае, если переселенцев станет больше, все они будут задействованы. Мадина Толчиева, Молсар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В столице активно и организованно проходят масштабные субботники на генеральную уборку во всех 4 районах Грозного по поручению главы региона. Вышли сотрудники префектур, подведомственных предприятий, государственных и частных организаций и местные жители. Очистили придорожные территории от грязи, накопившего грунта, сухой листвы и бытового мусора. Была задействована вся необходимая техника. Градоначальник Хасмагомед Кадыров заявил, что земельные участки в городе должны содержаться в чистоте. نه участок شویشتاس و این تاگر یوشک تاجر участок ценлатер до и донести до ой бахар авно шагайчи бой виш чеш табахчи ну уж и клеч бац ой да элчи массарги донести им скречки продадиска другими методами воздействия участок штраф цел сайцене езаса участок ценилуцу халвол швек инвалидвек это вот уж швей вит мен хаэл чана ценитори он иштришет долордошту. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова очередной раз организовал праздник для детей-участников специальной военной операции. Ребята провели свой день за развлечениями на любой вкус. Наталья Депутатова обо всем по порядку. Это часть реализации проекта «Дари добро», запущенного в Чеченской Республике еще в 2022 году, когда региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова выиграл грант международной премии «Мы вместе». Сегодня мы проводим очередную благотворительную акцию для наших маленьких жителей республики. Аймани Несимовна всегда уделяет огромное внимание детям, старается им дарить ежедневно такие праздники. И вот такие акции, которые мы проводим регулярно, для ребятишек они становятся незабываемым праздником. Также мне хотелось бы выразить огромную благодарность руководству Грозненского дельфинария Хутмат Кадыровой за постоянную поддержку в проведении таких мероприятий. На этот раз более 100 детей-участников СВО на Украине на празднике, специально организованном для них ко Всемирному дню детей. Заур Зайпулаев приехал из Украины 3 месяца назад с тяжелой травмой позвоночника. Чудом остался в живых. И врачи к тому же назвали провидением Всевышнего, что он смог за столь короткий срок встать на ноги после такого ранения. И сейчас, пусть и с трудом, но передвигается сам. Хотя ему, конечно же, требуются еще операции и время для восстановления.
У Заура 3 детей, старшей дочери 12, младшему 5. Конечно, для них это большая радость, что папа вернулся живым. Ребята очень переживали за него и с нетерпением ждали возвращения. Тут мне очень нравится, тут очень здорово. Я очень рада, что мой папа сюда пришел со мной. Мы очень ждали его с войны. Ждали, что он придет целым и невредимым. Мне очень нравится. Спасибо, папа, что привел нас сюда. В Грозненском дельфинарии большая игровая зона с развлечениями на любой вкус. Дети разных возрастов смогли найти себе занятия, познакомиться и подружиться со сверстниками. А родители и родственники, наблюдая, конечно же, радовались за них. После того, как ребята вдоволь напрыгались на батутах и повеселились в игровых комнатах, конечно же, нужно подкрепиться, чтобы восстановить силы. Для малышей организовали вкусный обед. В местном кафе для всех участников заказали самые разные пиццы, напитки и другую вкусную еду. Тоже большая радость для ребят. Ну а в завершении каждый получил в подарок игрушку. Для мальчиков машинки и конструкторы, а для девочек красивые куклы и мягкие игрушки. В целом день ребята провели позитивно и весело. За время существования фонд под руководством Аймани Несиевны Кадыровой проводит благотворительные акции для самых разных деток нашего региона. И сегодняшний праздник наверняка каждому из участников запомнится надолго. Наталья Депутатова, Саид Али Ампукаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Тепличный комплекс «Юг Агрохолдинг» является одним из крупнейших инвестиционных проектов в регионе. Продукция холдинга имеет статус экологически чистой и представлена на региональном рынке, экспортируется в Москву и в другие города страны. О новых достижениях предприятия смотрите в нашем сюжете. Лучшее предприятие страны этого года. Теперь тепличный комплекс «Юг Агрохолдинг» с гордостью может себя так называть. Недавно он стал лауреатом Всероссийского ежегодного профессионального конкурса «Лучшая организация России-2023». Комплекс мощностью 7000 тонн овощной продукции в год создан в 2019-м. Подобных наград на его счету немало. Руководитель одного из филиалов «Юг Агрохолдинг» Хайди Магомадова отмечает, что все это заслуги оперативной и слаженной работы ее коллектива. Люди с удовольствием идут к нам на работу и полностью отдаются работе. У нас на сегодняшний день работает 275 человек. Из них 180 овощеводов. Площадь комплекса более 10 гектар, разделена на 5 блоков, один из которых для рассады. Основным видом деятельности компании является выращивание овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодных культур и грибов. Александр Беликов – главный агроном. В теплицах он работает с 1991-го, а в Юг Агрохолдинг уже 3,5 года. Овощи как дети, отмечает он. Им нужен такой же постоянный уход и внимание. Каждое утро мужчина начинается с обхода блоков и осмотра плодов и растений. Его профессия требует большой внимательности и терпения. Главное – любить свою работу, делится наш герой. Сложность в чем? Дать растению все, что необходимо. А вы понимаете, сколько компонентов, и это из скольки много компонентов это складывается. Поэтому нужно все учесть. Да. И питание, и комфортную температуру, и влажность, и солнце, и излишнее. У нас все системы стоят специально созданы. Все, что должно растение получать, у нас можно с помощью нашего оборудования. На комбинате выращивают огурцы голландских сортов «Светогор» и «Бьорн». Последний имеет золотой и платиновый знак качества. Предприятие не использует никаких химикатов. Технология выращивания на тепличном комбинате полностью соответствует современным стандартам выращивания овощных культур в защищенном грунте. За сутки плод произрастает на 1–1,5 сантиметра. 6–7 дней его уже можно срывать. Чтобы добиться такого результата, в теплице на протяжении 20 часов бесперебойно горит свет, имитирующий солнечный. Остальные 4 часа отводятся на сон. За первое полугодие 2023 года урожай составил 4128 тонн. Из них томаты 2018 и 2110 огурцы. Мадина Цалчиева, Маусар Хаджиев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире.